начала года в Башкортостане произошло более 560 пожаров, в которых погибли 23 человека. Обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики резонансные случаи, а также меры пожарной безопасности. Сегодня с нами Петр Ильин, государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Петр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Статистика. Более 560 пожаров, 23 человека погибли. О чем она говорит? И самые распространенные причины происшествий. Ну, значит, действительно, вот вы озвучили цифры. На сегодняшний день произошло 564 пожара, если быть точнее, да, и 23 человека у нас погибло. И помимо погибших у нас еще 32 человека получили травмы различной степени именно на пожарах. На самом деле у нас количество пожаров оно снижается, небольшое количество у нас снижения по сравнению с прошлым годом. То же самое можно сказать и с погибшими. Но основными причинами традиционно у нас это неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, это аварийное токовое явление в электросети, аварийный режим работы различного электрооборудования. И традиционно для зимы у нас в данный период времени большое количество пожаров именно связано с печным отоплением. Угу. Печное отопление. Вот один из случаев произошел в Уфе. 45-летний мужчина и 9-летний ребенок в бане находились. Угарным газом они отравились, к счастью, остались живы. Но чему нас может научить эта история, да, и тем, кто ходит в баню, как правильно, когда правильно уже идти, чтобы не отравиться угарным газом? Какие риски в целом есть вот от угарного газа? Риски действительно присутствуют, потому что угарный газ, на самом деле, его еще по-другому называют тихий убийца. То есть это газ, который без запаха, без ничего, человек его, по сути, не чувствует, просто когда вдыхает, человеку становится плохо и, соответственно, он может даже отравиться. То есть здесь, если это с печным отоплением, как правило, да, вот угарный газ, он сам по себе выделяется при любом горении. То есть это как бы и тлеющее горение, и при топке печей, и при горении газа, то есть в любом случае выделяется угарный газ. Тут в первую очередь нужна хорошая вентиляция. То есть если печь хорошо смонтирована, у нее хорошая вытяжка, все вытягивается, то в принципе особых проблем здесь и нету. Но особая опасность, конечно, бани, которые топятся по-черному. Вот. А такие случаи отравления угарным газом, они происходят периодически у нас. И даже есть случаи, которые вот в прошлом году было, когда в квартире отравились мужчины из-за того, что просто грели квартиру газовой плитой. Горел газ. И то есть они как бы вроде горения, вроде ничего не происходит, ничего не чувствуют, легли спать, ну и в итоге происходит. То есть если плохое проветривание, в любом случае это приведет к каким-то трагическим последствиям. Поэтому с печным отоплением нужно все-таки своевременно чистить. Если печь нормально смонтирована, нужно не забывать чистить дымоход от сажи периодически. Именно для этого это и делается, чтобы хорошая была вытяжка. Если есть какие-то признаки дыма, то в баню ходить не нужно. Он должен рассеяться, через вытяжку должен уйти вот этот дым, да? Или какие рекомендации мы можем дать? Да, и дым, видимо, это безусловно, то есть это сразу мы видим, то есть это возможно там, в любом случае при горении выделяются продукты полного и неполного сгорания, как раз вот угарный газ. А помимо этого, может быть, и этот газ, он невидимый, по сути. То есть это может человека не заметить. То есть если вы, например, по запаху тоже невозможно? По запаху тоже нет. Если, например, вы находитесь в бане, там, или дома, там, топите печь, у вас, может быть, с печью какие-то там вопросы могут быть, да, там, может быть, давно не чистили дымоход и так далее. В первую очередь человек чувствует легкое недомогание, может быть, в глазах мерцает, там, может быть, одышка появится, пульс повышается, головные боли начинаются, в висках пульсация. То есть это вот такие признаки, которые, значит, то есть человек при этом ничего не чувствует, ни запаха, ничего, это признак как раз того, что угарный газ присутствует. То есть, может быть, надо проверить дымоход, вентиляцию, вытяжку, проветрить, выйти на свежий воздух, то есть вот такие рекомендации. Групповых гибелей на пожарах, они по-прежнему есть. Вот в Мелевозовском районе 2 мужчин погибли, в Иглинском районе 2 мужчин тоже скончались при пожаре, да? Как можете прокомментировать эти случаи? Вот на этой неделе у нас 2 случая групповой гибели, это вот, как вы сказали, Мелевозовский район, вот, и Иглинский район. Вот в Мелюзовском районе у нас причина пожара это связано с неосторожным обращением с огнем при курении. А в Иглинском районе тоже эта версия рассматривается, но пока по причине, там и другие версии тоже рассматриваются. Сейчас еще там назначен ряд экспертиз проводится. Вот. Но что можно сказать? То, что у нас вообще в целом в начале
нашего интервью я озвучил, что 23 человека погибло. Вот с начала года 9 из этих людей погибли непосредственно из-за неосторожности при курении. То есть это на самом деле традиционно, можно уже так сказать. Выпил, покурил, ну и привело к тяжелым последствиям. И особенной, можно так сказать, проблема — это курение в постели. Это вот очень серьезная проблема, потому что приводит к гибели, уж так напрямую. Еще один случай резонансный произошел в Кумертау. Произошел пожар, человек скончался в квартире, но об этом пожаре никто не знал, пока близкие вот этого погибшего мужчины не вскрыли дверь. Вот как такое возможно, да, что пожар произошел, о котором никто не знал, ни соседи, никто? И что известно об этом случае еще дополнительно? Да, вот буквально вчера мы узнали, что в городе Кумертау, там в одном из многоквартирных домов, в одной из квартир, человек проживал один, не выходил на связь там более 3 суток, да, то есть его искали, вроде проживает, вроде нормально, тут не отвечал. Ну, решили посидеть. Пришли, дверь, по сути, изнутри была закрыта на засов, то есть дверь пришлось вскрывать. А оказалось, что внутри у нас признаки пожара, то есть там этот человек просто курил в постели, ну и, соответственно, погиб от этого. То есть там были признаки пожара, диван, на котором он лежал, он полностью, по сути, сгорел. Ну и вот обгоревшее тело мы там обнаружили. То есть, ну здесь что у нас произошло? То, что человек, видимо, курил в постели, да, курил, началось тление именно, то есть вот постельные принадлежности, мягкая мебель, они очень склонны к тлению. От сигареты легко загорается, то есть происходит тление, как и там. Тлеющее горение происходило. Если плотно закрыты двери, окна, у нас кислород не поступает, из-за тления постепенно концентрация кислорода падает, ну и произошло самозатухание. Человек погиб там, ну и, соответственно, никто даже и не знал, что там произошел пожар, протлело, все затухло. Ну и вот из-за того, что человек не выходил на связь, по сути, вот это и обнаружили. Еще один случай в Уфе произошел. При разгерметизации газового баллона случился пожар и погибла женщина. Да? Рекомендации при пользовании, эксплуатации вот этих газовых баллонов, где риски? Значит, по газовым баллонам, да, то есть это тоже периодически происходит. Все понимаем, что газ — это взрывоопасно, да, за газом всегда нужно следить, да, это не только газовые баллоны, но и газовые плиты. Вот. Относительно газовых баллонов можно сказать, что вот именно в зимнее, в холодное время года есть такая, можно сказать, причина, из-за которой происходит разгерметизация этих баллонов. То есть если баллон заправляется, допустим, на улице в холодное время года, да, то есть он там при минусовой температуре, если его заполнить больше, чем нужно, то при... Это сколько? Он не на 100% заправляется? Ну да, то есть там не более 80%, то есть там, допустим, лишнего, например, заправили, да, заносится в тепло, и у нас в газовом баллоне при повышении температуры там внутри растет давление. А в этом случае, который вот вы сказали, Пруфимский район, там еще, то есть этот баллон стоял возле печки. То есть, соответственно, он нагревается, температура повышается, давление внутри растет, ну и произошло просто разгерметизация баллона, то есть его немножко разорвало, газ вышел наружу, и, получается, образовалась газ-воздушная смесь, которая от источника зажигания воспламенилась, и произошел, ну, по сути, это воспламенение газовоздушной смеси, или по-другому можно назвать объемный взрыв, когда сразу резкое воспламенение по всему объему помещения. Рекомендации в таком случае: не более 80% должно быть заполнение газового баллона. Что еще? Не заносить тепло, да? Это второе. И какие еще рекомендации можем дать? Да, вот вы правильно сказали. То есть, во-первых, заправлять, да, действительно на заправках, которые в организациях, которые специализированно этим занимаются. То есть, как это проверить? Потребитель может это проверить? Ну, это, естественно, то есть это не просто на заправках заправлять, когда там на обычные, да, которые предназначены для автомобильной заправки, а заправлять именно на специализированных заправках, которые заправляют именно газовые баллоны, чтобы не заправить лишнего. Ну и во-вторых, газовые баллоны, они периодически проходят поверку. Все, то есть на них выбивается там периодичность поверки, то есть их все равно проводят испытания на давление. Чтобы, как часто? Ну, сейчас я не могу назвать этих цифр. Это, то есть, но это там, тоже нужно на контроле держать. Да, то есть там на баллонах это следующее выбивается цифра, то есть дата именно непосредственно аттестация этого баллона, поверки. Вот. Ну и здесь, соответственно, тоже надо понимать, что газовые баллоны, они тоже могут быть и
не заводского изготовления или заводского изготовления, или, может быть, уже какие-то старые, помятые, с повреждениями, которые тоже, соответственно, лучше не эксплуатировать. Вот, который случай в Уфимском районе произошел, там разгерметизация произошла именно вместе сварного шва. То есть, ну, при изготовлении, соответственно, баллон, ну, используется в том числе сварка, да, там металлическая конструкция. Но вот, как правило, самое слабое место, это вот именно сварные швы, как раз там и произошло. Разгерметизация, то есть баллон просто немножко раскрыло и вышел газ. Но опять-таки мы переходим к вопросу, что на безопасности экономить не нужно и лучше переплатить, но сделать это в квалифицированном месте и быть уверенным в своей безопасности. Вот в том числе вопрос экономии касается и пожарных извещателей. Мы знаем, что в Башкортостане уже 400 тысяч пожарных извещателей установлены. Вот буквально в начале этого года это произошло, да. Согласны ли вы с мнением, что, или как вы вообще считаете, пожарный извещатель – это техническое средство, которое при любых возникновениях огня, пламени, оно действительно спасет человека? Это мы можем со стопроцентной уверенностью говорить? Ну да, действительно это так, потому что пожарный извещатель, он всегда помогает, и эти случаи действительно, сама все программа, которая выдача пожарных извещателей, она очень показательная и помогает. То есть у нас сейчас уже зафиксировано, что более 600 человек спасено из-за пожарных извещателей. То есть он как работает? Это же он на концентрацию дыма, то есть небольшое задымление, допустим, в каком-то помещении, он издает на самом деле очень резкий, можно даже сказать, противный писк. И вот, как я сегодня привел статистику, у нас вот 9 человек погибло, например, из-за неосторожного обращения с огнем при курении, да, то есть именно при курении. А курение, и как вот в случае привел пример про Кумертау, когда, по сути, происходит небольшое где-то горение, ну, по большому счету это тление, выделяется очень много дыма. И если это где-то происходит, например, в квартире или дома, в жилом доме, да, в какой-то одной из комнат это происходит, то люди, находящиеся в другой комнате, они просто услышат этот звук, или если это происходит ночью, они проснутся от этого звука, и это вот именно таким образом этот извещатель спасает жизни. И либо соседи. Либо бывает и соседи действительно слышат, и, соответственно, услышав этот звук, ищут откуда это. Он действительно очень сильный, то есть кто видел извещатель, он поймет, что его всегда хочется, особенно ночью, побыстрее выключить, если он срабатывает, потому что звук очень громкий, и именно поэтому он спасает жизни. Ну и цена вопроса 300 рублей, поэтому мы всем телезрителям, как обычно, рекомендуем приобретать пожарные извещатели. Да, это обязательно, вы правильно сказали, что нужно обязательно отмечать, что извещатель стоит всего около 300 рублей, потому что случаи мошенничества, они все равно имеют место быть, когда, я просто уж про это скажу, когда недавно просто даже у моих знакомых к ним пришли домой, и этот же извещатель вместе с огнетушителем продали по 10 тысяч рублей. То есть, ну, это, вы должны понимать, что это в любом случае мошенники. Сотрудники МЧС не продают ни извещатели, ни огнетушители и не занимаются их распространением. Большинство категорий граждан получают эти извещатели бесплатно, а если вы не попадаете, то он стоит всего 300 рублей. Прошу это запомнить и не попадаться на уловки мошенников. Бдительность, она всегда спасет и от мошенников, и от несчастных случаев, таких как пожары. Спасибо большое, Петр Иванович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был Петр Ильин, государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.